Нас учили, перед свадьбой у меня была консультация, да. И я пришла к женщине, нас вела несколько девочек. Ну, просто там собирались тоже замуж, и нас там проводили уроки. И она говорит: девочки, ну вы, конечно, сейчас своего супруга и так вот идеализируете, но вот вы знаете, он ведь будет почесываться, он ведь будет ковыряться в носу, он не идеальный. Мы такие: ой, да как, да нет, ну что это? Они говорят: ну ты такая интересная, а вы, главное, будете всегда держать спинку прямо, пукать не будете, чихать не будете, вы будете идеальная с самого утра. И вот когда ты об этом не задумываешься, ты думаешь: ну да, что-то правда, что-то я как-то не задумалась. То есть мы ожидаем чего-то, 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 вот я хочу такого. И иногда пропускаем тот вариант, который мог бы сделать нас счастливыми. Это касается сейчас тех, кто довольно долго уже не замужем. Если вы мне поддержите микрофон, у меня есть одна песенка, сейчас, и как раз она по теме подходит. Сможете мне помочь? Пожалуйста. Может, так слышно? Песня называется «Чудачка». Что же мне такого чуда? Текст написал дядечка очень интересный. Ой, она такая, это знаете? Нет, она не тяжелая, она мужская. Да, я буду тут играть. Да, давай, сейчас я. В общем, посвящается всем девочкам, которые еще решаются. Одни называют ее чудачкой и пальцем на лоб за спиной тайком, другие принцессою и гордячкой, а третьи просто синим чулком. Птицы и те попарно летают, душа стремится к душе живой. Парни подруг из кино провожают, а эта одна убегает домой. Птицы и весны цепочкой пестрой мчатся, бегут за звеном звено. Подруги порой и невзрачные, просто смотришь, замуж вышли давно. Вокруг ей твердят: пора решаться, мужчины не будут ведь ждать, учти. Недолго и в девах вот так остаться, дело докатится к 30. Неужто не нравился даже никто? Она посмотрит мечтательными глазами. Нравится? Нравились? Ну и что? И удивленно пожмет плечами. Какой же любви она ждет, какой? Мне хочется крикнуть: любви звездопада, красивой, красивой, большой, большой. А если вдруг в жизни не встретит такой, тогда ей совсем никакой не надо. Ждет. Или совсем какой-то, или никакой. Так, категоричность. Вопрос. Шанс. Когда мы будем давать им шанс? Вот конкретную ситуацию, я поняла, надо разбирать. Слушать, конечно, интересно, а будем отвечать на вопросы. Что делать? Мужчина сильный. О, нет, не сильный. Хотим, чтобы был сильный. Но не понимает элементарных вещей. Попросишь его, а он не делает.
Да-да-да, да-да-да. Кстати, вот где-то был заявлен список наших тем. У кого-то нибудь с собой нет, а нет, Танюш, у тебя нет с собой? О чем мы планировали говорить сегодня? А вот сейчас не надо скажешь. А здесь она? Это то? Нет. Это не то. Да. Есть? Где запропастил самый принц? Ага, ну вот, сейчас верните где. Ну вот первая как раз тема, куда запропастил самый принц на белом коне. Да, вот, где он? Они все вокруг. Я вам открою истину. Кони они их заработают еще. Вы знаете, вот мы всегда так смотрим на какую-нибудь... Вот скажите так, давайте честно, мне интересно тоже. Вы встречали когда-нибудь идеальную семью? Вот честно, может быть, кто-то встречал. Вот так, чтобы вот они вот так друг о друге заботились, любили друг друга, у них такие дети были достойные. Это кроме того, что вы не просто их по субботам там видите или где-то, а вот вы внутри семьи были и видели, как это. Есть такие семьи. Вопрос, сколько они живут в браке? И знаете ли вы их с самого начала брака? Вопрос? Я вспоминаю чудесный эпизод из фильма «Москва слезам не верит». Помните, там была такая Ирина Муравьева, которая все пыталась найти себе и выгадать получше, и в итоге такого чудесного парня споила Сашу Гурина. И там был такой эпизод, как она работает в химчистке, да? И такая, и видит, идет генерал. И она думает, вот он мой шанс. И всячески с ним любезничает, и он тоже. И потом у нее челюсть отваливается, потому что заходит жена генерала, такая маленькая, толстенькая, тут у нее сумочки какие-то, что-то она купила. Ты забрал уже мою шубу? Спрашивает эта жена. Я говорю, да, забрал. Ну и они уходят. И стоит в окошко, смотрит на него, и тут подруга говорит, ты знаешь, эта генеральская жена много прошла, чтобы заслужить такого мужа. Ну, то есть, чтобы муж стал таким, чтобы видеть его таким, это ведь труд. Есть очень классные правила Билла Гейтса, может быть, вы читали ВКонтакте. Там несколько пунктов, я буквально недавно увидела там один из пунктов «Запомни, жизнь несправедлива, запомни раз и навсегда». И один из них, что как только ты закончишь университет, ты никогда не будешь сразу получать $75 000 в год и ездить в каком-нибудь там Майбахе с спутниковой связью. Для всего этого нужно заработать. Семья — это построение, это не все не сразу. Это не сразу. Это постепенно. Теперь вопрос. Мы тут такие разношерстные сидим. У кого-то нет проблем с женственностью, у кого-то есть. Мне бы хотелось сейчас, чтобы вы достали листочки. Это понадобится нам для воскресенья и для понедельника. Чтобы собрать какую-то обратную связь, напишите одну вещь, всего одну вещь. Один вопрос, который вас больше всего интересует, который бы вы хотели получить ответ на этом семинаре. Я постараюсь за сегодняшний, за завтрашний день их всех отфильтровать и концептуально уже на них ответить. А пока вы будете писать, я буду вам рассказывать одну историю. Подарю я вам сегодня в первый же день притчу, которая была заявлена, золотая притча, которая меня в самые тяжелые времена вытягивает всегда, когда у нас есть какие-то грустные моменты. Эта притча рассказывается о том, что значит быть женственной, какой нужно быть, суть. Может быть, вы ее и слышали когда-то, но кто не слышал, дарю. Жили-были муж с женой. Сейчас пауза. Вы все поняли задание, которое прозвучало, да? Написать один вопрос, вас интересующий, насущную проблему. И что хотите, можете там еще написать, например, у нас в церкви вот такая ситуация, она меня очень тревожит, например, там, или у меня такой-то вопрос. Ну, в общем, понятно. Итак, жили-были муж с женой. Но
наступил кризис, 98 год, обвал рубля. И жена говорит мужу: муж, ты у меня такой молодец, ты у меня такой умный. Сходи, пожалуйста, на рынок. Может быть, вот у нас есть наш прекрасный любимый конь, который нам служил верой, правдой много лет. Может быть, ты его продашь и что-нибудь выручишь, и будет у нас еда. Кушать совсем ничего нет. Муж говорит: хорошо. Пошел на рынок. Вы пишите и слушайте тоже. Шел на рынок. Встал с самого утра с конем, стоит. Подходит к нему мужик, говорит: мужик, давай меняться. У меня есть корова, а у тебя есть конь. Давай? Он говорит: ну давай. И они поменялись. Поменял мужик коня на корову. Думает, жена так у меня хотела, чтобы у нас были и молоко, и творог делать. Ей так хотелось, как она мне говорила: вот я для нее сделаю приятное на корову. Но ему так понравилось меняться. Он думает: ну постою еще, может быть, на что-нибудь более такое выгодное мнению. Стоял, подходит к нему мужик тоже. Там же мужики на рынке, женщины раньше мало брали на рынок. Все мужские вопросы решали мужчины сами. И говорит: слушай, мужик, у тебя корова, а у меня баран. Давай меняться. Подумал наш мужик, говорит: ну давай, хочу сделать жене приятно. Она так хотела, чтобы у нас была из шерсти, носки бы вязала, мы бы их стали продавать. Она, помню, говорила мне. И поменял на барана. Поменял, стоит дальше, думает, еще что-нибудь повыгоднее будет. Тут, значит, приходит к нему мужик и говорит: мужик, у тебя баран, а у меня гусь хороший, толстый такой, давай поменяемся. Наш говорит: давай поменяемся, у меня мечтала жена как раз гуся зажарить на Рождество. Поменяемся. Поменялись. Довольный наш мужик стоит с этим гусем, уже домой почти собрался, уже рынок закрывается, и тут к нему